Сегодня в театрах и музыкальных площадках завершаются новогодние интермедии и праздничные спектакли. Самый востребованный материал выстреливает новыми красками и освежением в памяти нестареющей классики. Сегодня в Театре оперы и балета прошли два заключительных балета «Белоснежка» и «Семь гномов» на музыку Карена Хачатуряна. Спектакль был поставлен еще в 1997 году известным российским хореографом Борисом Мягковым и адаптирован для хореографического училища художественным руководителем балета Владимиром Яковлевым. Во взрослых спектаклях почти во всех партиях у солистов труппы были премьерные выходы. Подробнее в материале нашего культурного обозревателя Дмитрия Пивоварова. У нас живот полный, обычный вид гнома. Дети и взрослые прошли школу боевого крещения Белоснежкой в разные годы. В течение 25-летнего отрезка гномы были разного калибра, как и героини братьев Гримм в окружении отрицательных зловещих персонажей и компании гномов. У стилистов это превращается в почти неузнаваемые образы, щедро сдобренные акробатическими моментами и непрекращающимся каскадом юмора. Но зло бывает и просто ослепительным, с почти шекспирскими страстями. У нас еще были гастроли с этим спектаклем в Европу. То есть я даже сбилась со счету, на самом деле, сколько я уже станцевала мачех. Вот. Но на самом деле приятно все время, потому что спектакль такой легкий, детский. И интересно даже наблюдать за нашими артистами, потому что, и гномики, они очень много актерского мастерства выдают. Финальную интермедию разыграли учащиеся хореографического училища со знакомыми персонажами Чуковского и братьев Гримм. Оркестровая яма была закрыта и превратилась в рабочую площадку для детей разных классов профильного учебного заведения. Несмотря на то, что хороводы вокруг елок нынче не водили, к красивому яркому свету стремились в первую очередь, разглядывали игрушки, фотографировались на фоне сказки. Туда нужно попадать и большим, и маленьким. Придумала! Мы наведем порядок в доме. Что касается Белоснежки, она может быть разной. Миниатюрной брюнеткой с красным бантом, как в мультфильме Уолта Диснея, или блондинкой с ободком. И это тоже часть художественного прочтения образа. Нежный, юный, такой легкий, где-то воздушный. И в этом, в принципе, есть сложность, потому что в какие-то моменты даже на репетиции я понимала, что вот-вот у меня где-то проскальзывал как будто бы даже Жизель. В каких-то позировках, даже на сцене я это понимала, потому что вообще «Белоснежка»-то у меня премьера спектакля. Череда представлений в разных театрах приблизила праздник, отдалив от него непредсказуемые реалии начала 22 года. И на то она и классика, позволяющая времени дать остановку новых жизненных мизансцен. Дмитрий Пивоваров, Роман Фенин, телеканал «Эфир».